сегодня в Москве не случайно. Нас пригласили в культурный центр «Дар». Сегодня там открылась выставка, посвященная эпическим традициям татар. Дастаннарга. Это самая древнейшая наша традиция. Это эпическая традиция, то есть мы его называем как бы в татарской культуре, традиционной народной культуре, этот термин, он как бы у нас застолбился слово «дастаннар». А «дастан» — это персидское слово с фарси, то есть это рассказ о былом, если дословно его перевести. То есть это некие исторические рассказы. Но в отличие от обычных прозаических произведений, дастаны — это поэтические произведения. Это очень древнейшая форма поэтической, татарской, поэтической, тюрко-татарской, скорее всего, поэтической мысли. Вкратце хочу вам объяснить, что это за жанр, почему мы об этом явлении, таком древнейшем явлении, заговорили сегодня. Во-первых, вообще эпическую традицию тюрков, в том числе татар, стали исследовать только в XIX веке. Одним из самых первых исследователей был немецкий ученый Вильгельм Ратлов, который в 24 года, закончив в Германии, в современном нашем Калининграде, то есть это в Кенигсберге, он там закончил университет и был слушателем немецкой тюркоязычной школы, был вольным слушателем. И он очень увлекся, ему очень хотелось изучить тюрков Западной и Восточной Сибири. То есть это татары современные, если перевести на современный язык, это сибирские татары, татары чадские, татары, которые живут в Новосибирской современной области. Потом минусинские татары, это хакасы. Потом алтайские тюрки. До них еще, до Ратлова, до них никто не добирался. Он знал, что там живут. Он просится, пишет письмо императору Николаю тогда Первому, объясняет, 24 года, вот только-только закончил вуз, он пишет, он говорит, что он очень хочет исследовать. Жена 22 года, он женился буквально перед тем, как приехать в Россию. Император отвечает, они готовы его принять и отправить туда, где живут тюрки, алтайские современные, значит, татары, хакасы, тувинцы. Тувинцы никогда не были в составе Российской империи. Они вошли в состав в современную Россию в 1941 году, СССР, напросились, обратились к Сталину. В 1914 году они ушли от Китайской империи. Вот 1914 по 1941 год они жили самостоятельно. Поэтому это была, так как не Российская империя, Ратлов к их традициям не особо попал. Чуть-чуть он смог. Их называли тогда саянские тюрки. То есть это была другая группа тюрков. Ему сказали, мы тебя запустим, ты у нас пойдешь, если ты примешь православие. Он протестант, и он принимает, он становится Василием Ратловым, Василий Васильевич Ратлов. Он себя так признает, вот 24 года со своей 22-летней женой они ушли в добровольную ссылку. Почему добровольная ссылка? Никаких, по сравнению с тогдашней Германией, никаких удобств, комфорта нет. То есть это какие-то юрты. Он, конечно, описывает и быт, и в то же самое время достаточно много записывает фольклор. И он потом, в 1962 году в Петербурге, это значит вторая половина, как раз 62 год мы прекрасно знаем, это падение крепостного права, и вот в Петербурге 4 тома он издает, большущие вот такие тома. 4-й том посвящен сказкам, дастанам, которых он смог записать у современных сибирских татар. Вот с этого момента начинается исследование тюркских эпосов. Вот в это время Ратлов пишет на немецком языке, это признанный ученый, потом он становится всемирно известным ученым, он пишет: Одиссею Гомера нельзя понять, не прочитав тюркский, киргизский, в данном случае Манас, и татарский Алпамшен. Он
находит, что истоки Одиссеи, они лежат вот в этих тюркских эпосах. Это общепризнанная фраза. Эту фразу потом очень многие известные ученые, эпосоведы мира повторили, и до сих пор на сегодняшний день, то есть в Российской империи к эпосу относились энное количество, очень считанные специалисты, потому что владеть языком тюркским было достаточно сложно. Потом настает время советское, мы закрываемся, и, естественно, исследователи, европоцентристы не могут попасть в те союзные республики, где проживали тюрки. То есть вот в конечном счете получается, тюркские эпосы были закрыты практически до 70-х годов 20-го столетия. В этом году, в 2023 году, исполком Всемирного конгресса татар, с учетом того, что наступило время, никто не будет пока что противостоять против изучения наших эпосов, что шлюза открыта, прекрасно понимаю, что шлюзы в нашей стране могут, они сегодня подняты, завтра закрыты. Исполком Всемирного конгресса татар объявили годом эпосов. Вот сегодня в культурном центре «Дар» открылась выставка, посвященная именно творчеству художников и эпосоведов, которые именно свое творчество, там энное количество художников, которые именно по мотивам наших достанов сделали свои работы. Это Рушан Шамсудинов, если вы сможете, то есть попадете в «Дар», вы там увидите его творчество. Гильванов, это у него как раз целая серия «Кыркыз», это по легендам булгарского периода, про них тоже есть достаточно интересные сюжеты. Завершая, что я сегодня хочу вот молодым донести? Что самое главное в татарских эпосах? Мы, ученые, их делим на 3 таких больших вида. То есть это архаичные, связанные с мифологическим мировоззрением древних тюрков. Есть такие героические, есть любовные эпосы Дастана, то есть там сюжетную линию держат 2 влюбленных, парень с девушкой, потом они становятся обязательно мужем и женой. В тюрко-татарской среде нельзя так быть влюбленным и любить, если ты не станешь мужем и женой. Но, естественно, силы, которые противоборствующие. То есть в итоге получается Шекспира «Ромео и Джульетта» — это достаточно поздние мотивы. А у нас они еще раньше, и причем они, как вам сказать, если вы почитаете, там любовь настолько возвышается, и в конечном счете верность влюбленных, и возвышается само понятие, как дар небесный, вот сама любовь и посвящение, вот, то есть свою жизнь они посвящают, герои вот этих эпосов, Дастанов в данном случае, посвящают друг другу. Естественно, они практически все трагические. Есть очень интересные сюжеты, к примеру, Туляк Хамсусулу, хотя там историческая рамка территориальная, топонимы, то есть названия холмов, рек, они географически реальные. Но сюжет такой вот, Туляк Сусулу, Туляк парень земной, Сусулу девушка морского мира. И вот в этих сюжетах, вот те, которые такие вот мощные, их очень много, в этих сюжетах главным мотивом является верность своей родине. То есть Туганжир, вот если вы внимательно послушаете, если кто-то владеет то есть хорошо владеете татарским языком, вот иной раз удивляешься, но такая среднестатистическая попса татарская, вот среднестатистическая, но все равно там мы поем Туганжир, Туганжир, Туганжир. Тот же самый, который вот Туганьяк и грузины поют, и солдаты поют Туганьяк, Туганьяк. Почему? Потому что это у нас генетический код. Для нас это очень важно. Человек, владеющий, то есть который воспитан в традиционной татарской среде, для него Туганьяк
Это очень важный момент. Поэтому я уже сегодня тоже вот выступала, говорила, у нас есть такой термин. Мы его говорим, его перевести на русский язык можно, но он никак, он не переводится так, как вот у нас есть такое слово «жирсену». Жир — это у нас земля, жирсену, то есть это помимо меня, вне меня. Это такое чувство, которое вот я себя подчинить этому, то есть обуздать это чувство я не могу. Если я уехал куда-то, покинул свое родное место, меня все равно будет тянуть та земля. Она вне меня, я не могу себя подчинить. И у нас огромное количество таких вот реальных событий, сюжетов, когда немощная старушка, 95 лет, или же старик, который когда-то по воле судьбы вынужден был покинуть свою родную землю, и он умереть не может. И он просит своих каких-то потомков, умоляет, привезите мне жир-туфраган, туран-ях-туфраган. Потому что без этого не может его душа успокоиться, он не может покинуть этот мир. То есть вот это в этих эпосах, причем на таком романтичном, в переплетении очень интересных таких вот приключенческих сюжетах, и обязательно герой вот этих дастанов, хотя там есть дастаны 13, 12, 8, 10, 5 веков. Но несмотря на это, там вот мы это увидим, это главное достояние у татарских дастанов, это герой. Он иной раз бывает, что он воюет, дерется, сражается с какими-то мифическими существами, но в конечном счете он обязательно будет возвращаться туда, где его истоки. Вот Туляк Сусулу в этом эпосе, Сусулу — это девушка подводного царства, Туляк — земной парень, он влюбляется. И Сусулу говорит перед свадьбой: а ты готов отречься от своих родителей? Ты готов отречься от своей земли? Влюбленный же парень. Он говорит: готов. Готов, хочет жениться. Все, его он берет в жены. Как говорится, первый год проходит, второй год, третий год, и у него начинается жуткая тоска. Жена понимает, что у него с чем связана тоска, он хочет туда. Он говорит: мне, говорит, даже шелест листьев, мне, говорит, дорогие, я хочу увидеть маму. Мне это, говорит, это моя земля, я, говорит, не могу. И в итоге он все-таки выбирает родину. В одном варианте Сусалу, она же девушка мира воды, в одном варианте Сусалу вынуждена остаться, потому что она не может в мире. То есть это к тому, а в другом варианте, так как это народное творчество, вариантов там несколько, в другом варианте они вместе возвращаются, и он начинает как бы править у себя своим ханством. А чтобы доказать, что он и есть тот пропащий Туляк, когда-то он уже исчез, его уже давно похоронили, чтобы доказать, он берет меч свою, то есть у него был такой вот хлыщ, его, как у Маклаута, как у короля Артура, который свою магическую силу приобретает только у своего хозяина. Он тем самым доказывает, что это Туляк. Естественно, ему уже потом придают вот это правление. Таких сюжетов очень много. Очень много. Вот мне задавали вопрос, вообще сколько у нас таких сюжетов, вообще всего Дастан Арнища. Ну, не знаю, на сегодняшний день никто их не посчитал, потому что это не совсем реально, потому что у нас энное количество эпических, то есть Дастанар, они у нас в сборниках сказок. Не все еще эпосы нами зафиксированы, то есть они где-то лежат записаны, не все рукописи прочтены. Но на сегодняшний день где-то около 103 сюжетов я собрала с разными вариациями. То есть я к тому, завершая, последняя фраза. Если среди вас будет кто-то, кто будет, может, возможно, художником, может быть, среди вас будет сидеть кинематографист, у кого-то есть какие-то сюжеты, я очень хотела бы, чтобы вы обратили внимание на эти наши эпические традиции. Почитать, посмотреть, и в то же самое время там есть такие сюжеты, там такие приключения.
и обалдеваешь от изобилия существ. То есть иногда я говорю, вот, Гарри Поттер, иной раз вот читаешь, и Гарри Поттер где-то, но он такой примитивнее, то есть там сюжет примитивнее получается, а здесь смысл такой общечеловеческий, гуманистический, ценность, она очень важна. И вот этот посыл татарский, вот я, благодаря нашим эпосам, которых вот я очень тщательно, сейчас у меня было сначала 12 разлиновок, а сейчас уже 28, я по всем сюжетам собираю числовой код, собираю предметный код, собираю мифологических персонажей, собираю музыкальные инструменты, которые здесь, собираю оружие, какими видами оружия, как описываются костюмы, во что ходили. Но как бы там ни было, я считаю, что это наше великое достояние, куда надо обратить взор. Вот мне сегодня молодые ребята подошли, они мне задали вопрос, а где это можно читать? Читать, к сожалению, у нас сборников не так много. 1986 год, 13-томник «Татар хологижата», академическое издание на татарском языке. На русском языке их практически нет. Единственно переведен на русский язык книга Ратлова. Он на русский язык переведен. То есть там произведение, то, что записал, как транслитировал Радлов, и тут же идет перевод на русский язык. Но он перевод не поэтический, он подстрочный, но понять можно. Әллә нәрсә сискәндерде мине. Нидер булды бугай дөньяга. Тавыш давыллары купты җирдә, заманнарны иңләп моң ага. Актарыла, дулый бетерелә, ярдан чыккан вакыт елгасы, җир өстендә тавыш туфаннары, ничек түзгән йөрәк моңарчы. Ерак таш гасырлар төпкеленнән килә тавыш, кеше тавышы. Ташкын булып сугыла дәверләргә, җаннарыма бәрә агышы. Җырламыйча калсам, мин ул моңны, мең кабыныр йөрәк, мең янар. Кеше тавышлары агып бара, ишетәсезме, ерак дөньялар. Таныйсызмы безнең бәгырь утын, миллиард йолдыз араларыннан агып бара кеше тавышлары. Мин ялгызым, барам ярыннан. Кешелекнең биек тавышларын җырлар өчен җанда җылытып, заманнардан читкә чыгып бастым, кеше икәнемне онытып. 15 февраля родились наши легенды. Это герой Советского Союза. Кто? Муса Джалиль. Лауреат Ленинской премии Муса Джалиль. И еще кто? Легендарный наш певец Ильхам Шакиров. Вот один и тот же день они родились. Я тоже поздно узнала это, несколько лет тому назад. В прошлом году мы объявили Всемирную литературную неделю, музыкально-литературную неделю объявили всемирной среди татар, чтобы все татары неделю пели ихние песни, стихи Муса Джалиля рассказывали, и про автобиографии, воспоминания рассказывали. И вот в прошлом году полмира участвовало в этом. Полмира. Они послали свои видеосюжеты послали. Я сюда тоже, штаб татар тоже обратилась. Здесь тоже они какой-то вечер провели. Альхамдулилля шикр. И вот в этом году, второй раз, это уже вместе с Конгрессом, мы объявили вот такой всемирный, это неделя. Она называется неделя, да? День памяти, да? День рождения их мы отмечаем. Но это фактически длится полгода. Все еще идет, идет. И это под кештеком татар уллары. Запомните, пожалуйста, ВКонтакте. Заходите, татар уллары. Там и вы стихи найдете, и хорошую музыку, исполнение
песни Ильгама Шакирова найдете. И вот так это марафон 14 числа открылась в Казани, и она продолжается. Она будет идти долго. И я думаю, что вы тоже еще в этом году соберетесь, как-нибудь это проведете. Вот среди молодежи сейчас даже некоторые не знают стихи Мусы Джалиля, есть такие. Песни Ильгама Шакирова тоже не знает. Но я хочу вот, пользуясь этой встречей, да, хочу сказать, Муса Джалиль, как его казнили, кто знает? А? Как его казнили, Муса Джалиля, кто знает? Муса Джалиля и его 10 крашдашлары, легионеры, их 11 человек гильотине отрубили голову. Это вот во всем мире ни у одного народа нет такого случая. Ни одного народа. Понимаете? Минем халкымның Муса Джалиль герой. Бүтін дүнияда Ленин премиясы лауреаты. Андый шағир да yok, андый язучы да yok бүтән. Ильгам Шакиров ол бүтін татар дүниясын үзенең моңы белән, жыры белән берләштергән җырчы. Безнең хакыбыз юк аларны онтырга. Поэтому мы 15 февраля каждый год будем отмечать их день рождения и будем отмечать его до конца года, до конца следующего года. Понимаете? Поэтому запомните вот это число, 15 февраля. Это великие наши люди, с кем мы можем гордиться. После того, как уже объявили их, это уже суд карары булды, аларны инде үтерергә карар кылдылар. Шушы 11 кешене. Шуннан соң ул язды шигырен шушы дусларына. Он написал вот такие стихи. Вот я вам сейчас прочитаю этот стих. Дуска называется. Другу. Дуска. Кайгырма дус. Яшли үләрбез дип. Без алмадык сатып гомерне. Үзебезчә яшәп, үзебезчә. Без саклыйбыз аны түгелме? Билгеләми гомер озынлыгын, еллар саны, картлык җитүе. Бәлки менә шушы үлем безгә мәңге бетмәс яшәү китерер. Мин ант иттем, җанны кызганмаска, саклар өчен халкым илемне. Йөзәү булса гомерең син барысында шушы юлга бирмәс идеңме? Сыкландыра безне көндә илнең бер яңа уңышын ишетү. Нинди зур көч, читтә үзеңне халкың белән бергә хис итү. Мин тиремне саклап исән калсам, үлем миннән аша сикерсә, шул яшәүме булыр хаин диеп, ил битемә минем төкерсә. Юк, теләмим мин бу исәнлекне, йөрәк минем моңга үчекмәс. Кешеме мин, илем үги иткәч, җирдә миңа эчәр су беткәч. Кайгырма дус, яшьли үләрбез дип, без алмадык сатып гомерне. Үзебезчә яшәп, үзебезчә, без чиклибез аны түгелме? Я сегодня исполняла мунаджаты, это древнее религиозное песнопение, это вот эпос, татарский эпос, это одна ветка только, их еще столько вот о достанах рассказывала Ханзиля Хакимовна. И вот мунаджат все-таки придется вам одну хотя бы, да? Наверное, давайте я вам один мунаджат. Про пророка Моисея, Муса. Про пророков очень много мунаджатов. И вот один из них. Муса, пейгамбер, бара Тур тауна. Он идет к гору Тур, встретится, говорит с Аллахом, Всевышним.
И он задает ему вопрос: будет ли мне джаннат, рай, будет ли мне рай? И Аллах Тааля ему отвечает: будет тебе рай, если ты будешь вот то-то, 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 то-то делать. И вот сейчас я вам это исполню. Rabbim Allah'ım dedi Musa, mina cennet bularım iken, sina cennet bularım Musa, sina cennet bularım Musa, kılgan izgeligin bulsa. Rabbim Allah'ım dedi Musa, cennet bularım iken mina, sina cennet bularım Musa, sina cennet bularım Musa, kız kardeşin razı bulsa. Rabbim Allah'ım dedi Musa, mina cennet bularım iken, sina cennet bularım Musa, sina cennet bularım Musa, Otan anan razı bulsa, көршілерің разы болса, қыз ир қардашың разы болса, бик көп нашундай изге ішлесең, сенға жәннат болар. Сейчас я вот одну такую песню спою, да, на русском языке, а потом эту же песню я спою на татарском, потому что «Ой, цветет калина». Его мы в детстве пели на татарском языке, потому что его перевели на татарский наши поэты тогда еще. И вот вы постарайтесь уловить разницу. По-русски я спою, как русские поют, а по-татарски я спою, как татары поют. Ладно? Вот, пожалуйста, послушайте. Ну, если хотите, это, поддержите меня. Ой, цветет калина в поле у ручья. Давай. Парня молодого полюбила я. Парня полюбила на свою беду. Не могу открыться, слов я не найду. Бірге. Парня полюбила на свою беду. Татарша жырлаймын. Шуну тоже самые слова. Матур шәшәк атқан қырларда балан, бір яш кенә жігіт уйымда хаман. Алмым күзләремне шул кадәр сөям, табалмыйм сүзләремне янымда киям. Алмым күзләремне шул кадәр сөям, табалмыйм сүзләремне янымда киям. Разница есть? Вот в этом заключается душа народа. Еще хотите? Да. Давай. Волга реченька глубока, бьет волнами берега. Давай, бригадим. Он уехал, не простился, знать любовь не дорога. Он
знать любовь не дорога. Та же самая песня, только слова другие. Про Волгу, про любовь. Но только название другое. Субуйлап называется. Субуйлап. Иделевито, тиранвито, тиранвито, киневито, шол, тиранвито, киневито. Лайда бергем. Qarangetın balıtlıtın dezayaralgan dönevitol. Qarangetın balıtlıtın dezayaralgan теневитол. Войдите в YouTube и найдите Гульзада Сафиуллина. И там все мои песни, видео и аудио, и мунаджат, и древние религиозные песнопения тоже, и интервью, там фильмы, все вы найдете. Гульзада Сафиуллина на YouTube. А сейчас напоследок спою песню, которая объединяет весь тюркский мир. Эй, Кинг, Тырки даласы. В Ютубе есть клип. Найдите, посмотрите, ладно? Эй, Кинг, Тырки даласы. Қазан Мәскәү арасы. Хажи Тархан қаласы, Алтай Сібір барасы, Ноғай иліні табасы, Сөзі биті көңілім ярасы. Ой, иманны ақлар үшін, халқымны яқлар үшін, ватанны сақлар үшін, антымны хақлар үшін, бір юдырыққа тиннәлік, бір юдырыққа тиннәлік. Ой, ду-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 ду, ой, ду-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 ду, ой, ду-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 ду, ой, ду-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 ду. Ой, кең Түркі даласы, изгі ватан ақ ұрыдан, зұр дүнияға баш болған, түркилерге қош болған, қарадашыларға аш болған, дұшманларға таш болған. Ой, иманны ақлар үшін, халқымны яқлар үшін, ватанны сақлар үшін, антымны хақлар үшін, бір юдырыққа тиннәлік, бір юдырыққа тиннәлік. Бірге, ой, ду-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 ду, ой, ду-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 ду, ой, ду-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 ду, ой, ду-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 ду. Мен отта барам. Давайте, бірге. Эй, кең Түркі даласы, мен бит татар баласы, Yüreklерге барып жеткен, сөзіне қоян Алласы, нешекі тезірек табасы да, көңіллерге салласы. Ой, иманны ақлар үшін, халқымны яқлар үшін, ватанны сақлар үшін, антымны ақлар үшін, бір юдырыққа тиннәлік, бір юдырыққа тиннәлік. Ой, ду-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 ду, ой, ду-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 ду, ой, ду-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 ду, ой, ду-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 ду, ой, ду-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 ду, ой, ду-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 ду, ой, Рамнар дейіні кейләбіз, аш қапқаңыны кірәбіз, сенің нұрлы езілергіні көрер ішіні кірәбіз, сенің нұрлы езілергіні көрер ішіні кірәбіз.
Bizlere kildik sizlerge, jır biyuler kiylerge. Bizlere kildik sizlerge, jır biyuler kiylerge. Bizning bugün aşıraşunu, qalsın sağınıp sizlerge. Bizning bugün aşıraşunu, qalsın sağınıp sizlerge. Siyip sibeli, jirge qatlı tibeli. Yigitning mine degeni, qizning daying shibari. Yigitning mine degeni, qizning daying shibari. Biye biyeli, inde biye sineli. Biyegening bo'lmasa da motor biysin ali. Biyegening bo'lmasa da motor biysin ali. Olmağıştың olmasın, қырға қызғын olmasın. Ешшағында бейіп қалып, өкенішке қалмасын. Ешшағында бейіп қалып, өкенішке қалмасын. Алын дейсің, мал бітермі шәһірдегі кейбітті. Дейін дейсің, кейбітермі біздің кебек егетке. Дейін дейсің, кейбітермі біздің кебек егетке. Добрый вечер, исламисты татарлар. Я руководитель этногруппы Риваят. Риваят, кто не знает, предание означает, слово означает предание. В общем, то, что передается из уст в уста, от отца к сыну, к внуку. То нематериальное, то ценное, нематериальное, да, друзья? Ну что ж, сегодня я хочу вас познакомить с инструментами, немного пообщаться с вами. Вот хочу вас спросить, на каком инструменте я сыграл? Да, очень приятно знаете, да, инструмент. Инструмент называется камол. Камол. Как называется вот этот инструмент? Думбра, да. Сейчас я хочу рассказать одну легенду тюркского народа о происхождении этого инструмента. В давние-предавние времена, в местах, где проживаем мы, татары, тюрки, жили великаны. Жили два брата-великана. Старший был брат тщеславным и горделивым, младший брат был простым музыкантом. И вот тщеславный брат-великан хотел прославиться, построить через бурную и холодную речку мост. Стал он собирать камни, валуны. А младший брат, он музыкант, он сидит и играет, радует народ. День строит старший брат мост, второй день строит, а младший брат сидит и радует, собирает народ. На третий день старший брат-великан не выдержал, выхватил у младшего брата музыкальный инструмент и со всей силы ударил об скалу. Разлетелся инструмент на щепки, смолкла музыка. Прошли годы, прошло много-много времени, появились люди. И вот люди увидели отпечаток, который остался на скале. И они уже смастерили под себя, под свой лад музыкальный инструмент и назвали его думбра. И люди вспоминают
младшего брата, музыканта, а старшего брата тщеславного не вспоминает добрым словом. И говорят, что предки этого тюркского народа, которые придумали думбру, живут где-то среди нас. Ну, еще у него есть много названий. Например, дутар, да? Узбеки или туркмены называют ду. Это персидское название. Ду – это два, тар – струна. Две струны, дутар, да? Топшур есть, да, комус, родственные инструменты. Ну что ж, сейчас я хочу спеть старинную татарскую песню. Это уличная песня. Называется «Возьму в руку думбру». Алдым қолға думбра. Эй, 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 хой, 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 эй, эй, эй. Бергалеп, hey, 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 up. Hey, hey. Eyde canım su boyuna dumra oynama verirse. Eyde canım su boyuna dumra oynama verirse. Etken aşılansa suğa vardım derse. Etken aşılansa suğa vardım derse. Hay hay hay, hey hey hey, hay hay hay, hey hey hey.